Работы по строительству Ленского моста стартовали в конце января. Сейчас идет подготовительный этап. Готовится место, где уже через несколько лет будут положены подъездные пути и пилоны уникального сооружения. Пока главная задача строителей – перенести коммуникации и подготовить технологические площадки. Площадь первой из них, где сейчас ведется отсыпка песчаного основания, более 1,5 десятков гектаров. Для ее подготовки разместят более 250 тысяч кубометров материалов. На объекте задействованы 10 единиц спецтехники, в том числе грузовики мощностью в 40 тонн. Всего перед началом строительства будут обустроены 4 технологические площадки. На них строители разместят строительные вахтовые городки для рабочих, перевалочные базы для стройматериалов и техники. Для того, чтобы доставить стройматериалы к месту строительства, также планируется построить технологический мост через Табагинскую протоку. Металлические конструкции соединят прямо на месте. Это будет сооружение пятипролетный металлический мост через протоку Табага, что позволит нам переехать отсюда с первой площадки к технологической площадке номер 2. Строительство моста на контроле президента России. Решены финансовые вопросы. Ленский мост внесен в планы развития дорожной отрасли и бюджет на предстоящие 5 лет. Об этом на совещании с членами правительства 17 января главе государства докладывает вице-премьер Марат Хуснуллин. По поручению Владимира Путина работы по строительству Ленского моста должны быть завершены в 2028 году. Автомобильный мост через реку Лену будет представлять собой трехпилонную вантовую конструкцию. Длина перехода составит 4,6 километра, включая русловую часть в 2,5 километра. Вместе с подходами к мосту длина сооружения составит более 14 километров. Кроме удобства для жителей, мост даст колоссальный эффект для экономики, который исчисляется миллиардами рублей, в том числе благодаря задействованию в его строительстве местных компаний. У нас сейчас вот как раз на подготовительном, на первом этапе субподрядчики непосредственно все именно местные компании. То есть это Техэлектроснаб по переустройству электрических сетей, Сахалинк по переустройству сетей связи, Элпромгазстрой, который непосредственно сейчас занимается отсыпкой площадки. Это стандарт 14, который нам выполнил перенос сети газа. Все эти компании местные, все с Якутска. Павел Анадов – инженер-геодезист. Он работает на первой технологической площадке. Его задача – подсчитать объемы инертных материалов, которые сейчас завозят на место строительства. Очень рад, что, получается, вошел в историю строительства, да? Якутии своей, получается. Вот все. Значение моста для Якутии и ее столицы невозможно переоценить. Мост впервые в истории свяжет Якутск с Большой землей, соединит Транссиб и БАМ с Северным морским путем. Ленский мост свяжет круглогодичным сообщением федеральные трассы Лены и Колыма с трассой Вилюй. Фактически будут соединены восточная часть России с побережьем Охотского моря. С вводом Ленского моста транспортная доступность в Якутии увеличится с 20 до 87%. Ежегодная экономия бюджета на затратах по северному завозу составит не менее 4,7 миллиардов рублей. Это повлияет не только на экономику региона, но и на ценах в магазинах рядом с домом. Экономисты утверждают, в Якутске и на Левобережье они точно станут ниже.